И снова привет! Мы продолжаем нашу школу исцеления. Третий урок, который мы изучали в прошлый раз, он закончен, он состоял из двух частей. Сегодняшний урок, он тоже будет состоять из двух частей, и он называется «Активируй свою веру». Когда мы говорим об исцелении, мы должны понимать одну очень простую вещь. Исцеление, новозаветное исцеление, оно происходило в двух случаях. Это два основные случая. Может быть, если вы внимательно изучаете Новый Завет, вы найдете какие-то еще для себя, откроете какие-то свои случаи. Но два основных случая или два основных типа исцеления, которые мы встречаем в Новом Завете, мы поговорим сегодня об этом и сделаем акцент на веру. Но прежде чем я буду говорить на сегодняшнюю тему, это уже четвертый урок, я хотел бы попросить тебя, если ты заинтересован в исцелении, вернись, пожалуйста, в наши первые три урока, потому что каждый последующий урок, он вытекает из первого урока. Мы говорили на первом уроке о том, что Бог, в которого ты уверовал, Иисус Христос, который является сегодня твоим Господом и Спасителем, это тот, который заинтересован в исцелении. Это тот, который может исцелять, и тот, который хочет исцелять. Это тот, который способен делать сегодня и продолжает сегодня делать чудеса. Если у тебя в голове нарисован, или ты веришь в какого-то другого Иисуса, я хотел бы, чтобы ты вычеркнул это из своей головы. Или взял такой духовный ластик и стер такого Иисуса из своей головы и нарисовал нового библейского Иисуса, который может исцелять, который хочет исцелять, который продолжает исцелять. И он ни грамма не изменился. Послание евреям говорит, что Иисус Христос, о котором мы читаем в Новом Завете, Иисус Христос, в которого мы верим сегодня, он ни на грамм не изменился. Он продолжает делать чудеса. Это основная мысль первого урока. На втором уроке мы говорили о том, что зачастую для наших проблем или для наших бед, которые мы сегодня испытываем, в том числе болезнь — это беда в моей жизни. Болезнь — это та беда, которая может мучить меня. Так вот, для того, чтобы беда пришла в мою жизнь, могут быть какие-то открытые двери. И иногда мы говорим: Бог, ну почему я болею? Бог, почему ты это сделал? Бог, почему ты это допустил? Причина заболеваний, мы должны понимать, она кроется не в Боге. Причина заболеваний, мы об этом говорили. Причина, прежде всего, мы должны понимать, или источник всех болезней — это дьявол. Но двери для дьявола мы открываем сами. И когда мы говорили о причинах заболеваний, мы должны понимать, что в духовном мире все работает точно так же, как в мире физическом. Вот то, что мы видим в мире физическом, практически точно так же или на таких же принципах работает и мир духовный. К примеру, например, вот смоделируем такую ситуацию. Когда мы говорим о дверях духовных, представьте себе, например, вы живете в селе, к примеру. Или вы когда-то, может быть, видели села, и вы видели свободно пасущийся скот. Все люди, которые обрабатывают поля, и они понимают, что они живут в том месте, где скотина пасется без ограничения, то есть люди выходят и на луга выпускают коров, коз, на лугу пасется там кто? Кони, козы, коровы, где-то еще свиньи пасутся. Люди, которые обрабатывают свои поля, они защищают эти поля от того, чтобы чужая скотина пришла и растоптала или сожрала то, над чем ты трудился, может быть, несколько недель. Нормальные люди это делают. Они огораживают свои обрабатываемые поля. Мало того, что они их огораживают, у них есть вход и выход в эти поля, то есть калитки. И любая калитка, они понимают, она должна быть закрыта. И странный будет тот человек, который, например, огородил, но калитку не закрыл. И потом в конце рабочего дня, может быть, он пошел, попил чайка, вернулся и смотрит, что чужие свиньи или чужие кони вытоптали работу нескольких недель. И нормальный человек не сядет на свои грядки, на свой огород и не будет кричать: Бог, почему ты допустил? Бог, почему ты так позволил этим свиньям? Нормальный человек скажет: ага, я был глупый, я открыл калитку, или я не закрыл за собой калитку, и поэтому пришел враг, свинья, конь, кабан, коза. И эта коза вытоптала
тот урожай, который я должен был получить. Это коза наследила. Знаете, иногда нам нужно прийти в себя. В духовном мире существуют какие-то открытые калитки, через которые приходит враг. И он начинает топтать то, что Бог хотел урожаем принести в нашу жизнь. Поэтому не надо торопиться и обвинять Бога во всем. Есть огромное количество глупых людей, которые сидят на своих грядках и говорят: Бог, ну почему ты допустил, что эти козы, кони и коровы вытоптали мой урожай? Причем тут Бог? Ты сам открыл эту калитку. Ты сам не закрыл эти двери. Поэтому так важно, если вы смотрите сегодня этот 4-й урок, я хотел бы попросить вас, найдите наши первые видосы, первые 3 урока и послушайте внимательно. Я уверяю вас, все то, что вы будете слушать, если вы это будете принимать, оно поможет вам получить ваше исцеление. Если вы просто будете принимать, вы будете обращать внимание на свою жизнь, смотреть на свою жизнь через призму того, что вы слышите. Если вы сделаете простые шаги, будете практиковать это слово в своей жизни, я уверяю вас, ваше исцеление очень легко придет. На 3-м уроке мы говорили о том, что для веры есть основания, есть законы или юридическое право для того, чтобы ты сегодня мог пользоваться своей верой. Знаете, что такое юридическое право? Это то же самое, я когда вспоминаю, что происходило, например, в 90-е годы, или даже в некоторых местах в 2000-х годах на дорогах. Когда, например, человек едет за рулем, его останавливает гаишник, первым делом, что было раньше, в 90-е годы, человек как бесправное существо, не зная своих прав, не зная, скажем так, то, что ему принадлежит, он первым делом судорожно находил какие-то документы, брал там 50 рублей сверху, клал себе в техпаспорт эти 50 рублей и бежал к гаишнику. И еще не слыша, что этот гаишник даже сказал, первым делом человек начинал 2 руками там здороваться с ним и с выпученными глазами оправдываться, что я случайно что-то сделал. И там сидит этот гаишник. Ты пересек 4 сплошных, с себя там 500 рублей. И ты там начинал быстро, судорожно включать мозги, как бы с ним договориться. А может быть 50 рублей пойдет, и ты там как на базаре с ним торговался, и там может быть на 100 рублей сходилось. Было так? Кто в 90-е, в 2000-е ездил за рулем? Сейчас люди все знают свои права. Его остановил гаишник, он не выйдет из-за руля, потому что он знает, что я имею право находиться за рулем. И первым делом многие сразу свой видеорегистратор поворачивают на себя, на гаишника. Подходит гаишник, там, сержант Панибратько. И первым делом многие водители сразу начинают. Причина остановки. Ты уже чувствуешь силу внутри себя. У тебя есть права, ты на этих правах стоишь. Если человек этот, который представился Панибратько, он говорит тебе, что ты нарушил, пожалуйста, видео, фотофиксацию. То есть ты знаешь свои права. И этот Панибратько на тебя посмотрел, и он понимает, это не тот самый человечек, который с 50 рублями бежит, и там ты ему про 4 сплошные, и он говорит, ну давай хотя бы на 2 сойдемся, давай там хотя бы вот так договоримся. Этот Панибратько понимает, человек знает свои права, человек будет до конца стоять в своих правах, он будет отстаивать свои права. И он говорит, там, разрешите удалиться, я пошел ловить другого лоха, который не знает своих прав, а вы спокойно езжайте. Ситуация сейчас такая, точно такая же в духовном мире. Нас ловит дьявол, нас ловит болезнь. И она начинает говорить, это твое наследие. Ты будешь всегда теперь так жить. И у тебя есть законное право, когда ты понимаешь, что болезнь это не воля Божия. Иисус, Он хочет тебя исцелять прямо сейчас. Это твое основание, на котором ты стоишь. И никто тебя уже не сможет с этого сдвинуть. Поэтому ты можешь смело сказать болезни. Знаешь-ка, что, Панибратько, пошел-ка ты от меня со всеми своими претензиями. Ты не имеешь права, потому что я знаю то, что мне принадлежит через крест Голгофы. В духовном мире все точно так же работает. Сегодня мы будем говорить о вере, и основная
Основной посыл нашего урока, он будет связан с верой. И этот урок называется «Активируй свою веру». Когда мы слышим слово «вера», многие люди начинают думать, я такой простой человек. Я не какой-то великий апостол, я не прошел тех каких-то великих путей, которые прошли какие-то проповедники, которые рассказывают про себя. Я не могу иметь столько веры, да я вообще не чувствую внутри себя много веры. Я хочу вам сказать, прежде всего вы должны понимать, такой какой вы есть, приходящий к Богу, вы уже имеете меру веры. Поэтому выкинь первое сразу оправдание из своей головы, что у тебя слишком мало веры, и этот урок тебе не поможет. Этот урок тебе поможет, если ты будешь слушать меня внимательно. Итак, возвращаясь к началу нашего урока, то, с чего я начал. Существует два типа исцеления, как минимум. Может быть, если ты внимательный, как я уже говорил, ты найдешь еще какие-то типы исцеления. Но два типа основные, которые существуют в Новом Завете. Это первый тип исцеления. Это когда Иисус жалился над больными. Евангелие от Матфея мы читаем, 9 глава, 36 стих. «Увидев толпы народа, Он жалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха». Матфея 14:14. Там практически те же самые слова написаны, что Иисус, видя больных людей, Он жалился над ними. Здесь мы видим, что люди, они ничего со своей стороны не делали. Все, что они сделали, они просто пришли ко Христу. Как часто мы слышим какие-то свидетельства. Человек просто пришел ко Христу. И в один день он получил спасение, крещение Святым Духом. И тут же он получил освобождение от каких-то, может быть, демонических сил или от каких-то заболеваний. Он ничего не делал, он ничего не слышал об исцелении. Просто по милости какой-то Божьей в его жизнь пришло исцеление. Я хочу сказать, друзья, этот тип исцеления, он, наверное, один из самых простых, самых распространенных. И причем этот тип исцеления, который чаще всего ищут верующие. Они ищут от Бога жалости. Они говорят: жалься над нами, Господь, сделай что-то. Сделай что-то ты. Иногда, когда мы долго идем за Христом, этот менталитет жертвы или этот менталитет жалкого человека, он остается внутри нас. И мы продолжаем по поводу всех ситуаций в нашей жизни обращаться к Богу с одной молитвой: жалься надо мной, Господь. Но Иисус, когда мы приходим к Нему, Он хочет, чтобы каждый из нас мы имели веру. Однажды Он сказал своим ученикам, Он рассказывал им определенные притчи, и Он сказал такие потрясающие слова: когда я вернусь на землю, или когда Сын Человеческий вернется на землю, Он будет хотеть найти, что на земле? Веру. Веру в людях. И Он хочет сегодня найти веру в своих детях. Он хочет, чтобы ты тренировал эту веру. Он хочет, чтобы ты двигался в вере. Он хочет, чтобы вера твоя возрастала ежедневно, ежегодно, чтобы ты был человеком, который растет в своей вере. И второй тип людей, это как раз таки те самые люди, которые по вере получали свое исцеление. Хочу сразу оговориться. Есть такое понятие, как потерять исцеление. И вот чаще всего люди, которые потеряли исцеление, это те самые люди, которые получили исцеление, не трудясь над ним, не двигаясь в вере и не высвобождая, скажем так, по вере свое исцеление. Это как раз таки те самые люди, которые получили просто по милости или из жалости Божьей свое исцеление. Еще одна история о том, как Иисус по милости или из жалости Он сделал какое-то чудо. Лука 7 глава 13 стих. Эта история произошла в городе Наин. И когда Иисус входил в город, Он видел процессию похоронную. И Он видел во главе этой процессии женщину плачущую. Он понял, что это была мать, которая страдала от того, что она потеряла своего ребенка. Библия говорит, когда Иисус увидел эту женщину, Он сжалился над ней. «Не плачь», — сказал Он ей. И мы видим, что произошло чудо, которое совершил Иисус. Еще одна история о жалости. Но знаете, если вы будете внимательны, основная часть истории людей, которые получали исцеление, это была история людей, о которых сам Иисус сказал: иди, вера твоя спасла тебя. И Он хочет, чтобы те же самые слова сегодня звучали в твоей голове, чтобы ты по своей вере получал исцеление. Итак, второй тип исцеления, о котором сегодня мы будем говорить, на котором мы сделаем акцент, это исцеление по вере
приходящего. Очень интересное место Писания, Евангелие от Луки, 17 глава. Когда Иисус входил в одно селение, это с 12 стиха я читаю, его встретили 10 прокаженных. Остановившись неподалеку, они громко закричали: «Иисус, наставник, сжалься над нами!» Когда Иисус их увидел, Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». Те пошли и по дороге были исцелены. Один из них, как только увидел, что исцелен, возвратился, громко прославляя Бога. Он упал к ногам Иисуса и благодарил Его. И этот человек был самарянином. «Разве не 10 человек были очищены?» – спросил Иисус. «Где же остальные 9? Почему никто из них, кроме этого чужеземца, не возвратился, чтобы прославить Бога?» Интересно, я не дочитал эту историю, но я хочу остановиться на этом. 10 прокаженных, они ничего не делали. Все, что они говорили: «Жалься над нами». И по милости своей эти люди ничего не совершили со своей стороны, никак не активировали свою веру. По милости своей Иисус показывает им выход. Он говорит, что им нужно сделать для того, чтобы получить исцеление. Покажите священнику. И не дойдя еще до священника, сделав всего лишь первые шаги, эти 10 человек получили исцеление. По милости Божией. Совершенно не прилагая никаких усилий веры. Эти люди получили исцеление из жалости Божией. Но Библия говорит, один из них вернулся. И про этого человека Иисус задает вопрос. Он говорит: где остальные 9? Ты, чужеземец, сделал удивительную вещь. Пришел, чтобы прославить Бога. И дальше написано: встань и иди. Твоя вера спасла тебя. 10 получили исцеление. Один из них получил по вере. Он понимал, кто источник, и он понимал, что мало того, что он получил, он вернулся к Иисусу, чтобы благодарить Его. Он вернулся к Иисусу, чтобы прославлять Его. И это одно из проявлений веры. Когда ты получаешь, и ты благодаришь. Когда ты веришь, когда ты видишь, когда ты знаешь, и ты благодаришь за это. Я вернусь к этой истории чуть попозже, но еще одна история. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 27 стиха. Когда Иисус вышел оттуда, за Ним пошли 2 слепых, крича: «Сжалься над нами». У них у всех была одна просьба. Они все просили о милости. Они все просили Иисуса, чтобы Он сжалился над ними. «Жалься над нами, сын Давидов». Когда Он вошел в дом, слепые подошли к Нему. И Он спросил их: «Вы верите, что я могу это сделать?» Может быть, ты сегодня просишь о милости Господней. Может быть, ты сегодня ищешь жалость Божию. Может быть, сегодня твои молитвы, они сопровождаются со слезами. Ты жалуешься Богу на свою тяжелую жизнь, на свои боли. И это может быть неплохо в самом начале твоего пути за Христом. Но однажды Иисус задаст тебе этот вопрос: а ты веришь в то, что я могу, а ты получишь по вере? «Да, Господи», — ответили те слепые. Тогда Иисус прикоснулся к их глазам и сказал: «Пусть же с вами будет по вашей вере». И они тотчас прозрели. Иисус же строго наказал им: смотрите, чтобы никто не узнал об этом. Они пришли просить о милости, они пришли разжалобить Господа, а Он побуждает их верить. Сегодня Бог побуждает нас в наших болезнях стоять на вере. Сегодня Бог побуждает нас активировать нашу веру, потому что все, что ты получаешь по вере, оно остается с тобой навсегда. Все, что ты получаешь как незаслуженный подарок, как что-то, что свалилось на тебя, ты можешь по дороге потерять это. Я расскажу одну историю вам, и мы больше поговорим о том, как активировать нашу веру. Однажды к нам пришла женщина, и у нас была молодая церковь, начинающая церковь. Мы с дерзновением молились за больных, мы с дерзновением изгоняли из людей бесов, мы с дерзновением провозглашали чудеса в жизнях людей. И кто-то из верующих привел свою соседку. И он сказал: «Денис, смотри, у этой женщины сегодня страшное положение. Она умирает от рака. У нее была последняя стадия рака, и врачи уже отказались ее лечить. Все, что они могли ей сделать, они прописали ей морфий как обезболивающее. Ну, либо что-то производное от морфина. Она находилась на этих
обезболивающих, уже последняя стадия, она практически ее отправили домой умирать. И она пришла, и она жаловалась на свою судьбу, она жаловалась на свою болезнь. И я понимал, все, что она ищет сегодня, это милости от Бога. И все, что она может сегодня говорить, она не может активировать свою веру. Она может просто просить у Бога о жалости. И что-то внутри меня поднялось. Мы стояли с нашими служителями, с командой служителей. И вдруг я ей сказал: дорогая сестра, она в тот день приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я сказал: Бог может. Она улыбалась. На тот момент она еще не знала того чудесного Бога, который может. Все, что она слышала о том, что Бог спасает и исцеляет, но она не видела это в своей жизни. Она улыбалась. И я ей тогда сказал: ты веришь в то, что мы будем молиться за тебя ежедневно? Ты будешь приходить к нам ежедневно, мы будем возлагать на тебя руки, мы будем провозглашать твое исцеление, и ты получишь исцеление. И знаете, с таким сомневающимся взглядом, глядя на нас, она сказала: ну, наверное, раз вы мне говорите. Мы говорим не наверное, мы открыли места Писания, мы стали показывать ей места Писания, мы стали ей говорить: Бог может это сделать. Знаете, она была похожа на того человека, которого к Иисусу притащили через крышу. За него кто-то другой верил. И эта вера была у тех друзей, которые тащили этого парализованного. Они разобрали крышу, они спустили через потолок к Иисусу этого человека. Про него не написано, что он имел веру. Но эти друзья, они активировали свою веру. И эта вера передалась на этого парализованного, который уже внутри своего сердца ожидал, что что-то случится. И знаете, мы ей сказали: ты будешь приходить каждый день, мы будем за тебя молиться, и ты получишь свое чудо. И это было удивительно. Для нее было, может быть, совершенно сложно поверить, что без врачей, без хирургического вмешательства она может получить свое чудо исцеления. Что-то внутри нее загорелось. И каждый день на наши утренние молитвенные собрания она приходила для того, чтобы мы стали за нее молиться. И произошло чудо. Чудо это случилось, может быть, не за один раз, может быть, даже не одну неделю. Ежедневно мы по утрам возлагали на нее руки, и мы провозглашали божественное исцеление. Мы провозглашали, что она больше не раб рака и смерти. Мы провозглашали, что больше над ней нет влияния и силы этого рака и смерти. И мы провозглашали полное божественное исцеление. В один прекрасный день она вернулась к врачам, потому что каждый год она проходила медкомиссию для того, чтобы подтвердить свою инвалидность. И в тот самый день, когда она прошла очередную медкомиссию, врачи ей сказали: знаешь, золотая наша, ты больше не болеешь раком, поэтому мы снимаем с тебя инвалидность, мы больше не будем тебе платить те копеечки, которые ты получала по инвалидности. В тот день она закатила просто истерику этим врачам. Она говорила: как же так, вы не имеете права, это те деньги, на которые я жила, это те деньги, которые мне принадлежат по праву, это мое. Она билась за свою инвалидность. И тут до нее дошло, что она сейчас борется за то, чтобы болезнь осталась в ней. Тут до нее дошло, что врачи заявили ей о том, что она полностью свободна от своего рака. Знаете, это было чудо, над которым эта женщина практически ничего не делала. Это было чудо, которое было активировано через веру других людей. И это первый путь, которым ты можешь начать идти. От жалости к вере. Попроси, чтобы люди Божьи, которые тебя окружают, они возложили на тебя руки. Попроси, чтобы люди Божьи, они вдохновляли тебя, и они говорили о том, что может делать Бог. Приходи туда, где люди Божьи говорят сегодня о вере или о словах веры. Перестань слушать слова неверия. Перестань слушать то, что разрушает твою веру. От жалости к вере. Начинай активировать свою веру. Внутри тебя уже заложено семя веры. Позволь этому семени вырасти. Позволь этому семени работать внутри тебя. Итак, каким образом мы переходим от жалости к вере? Когда мы обращаемся к тому, кто может. Когда мы обращаемся к тому, который сказал: это не воля Божия для тебя. Когда мы обращаемся к тому, который сказал, что сегодня, здесь и прямо сейчас я хочу твоего исцеления. Это первый этап. Второе, о чем мы можем сказать, когда мы говорим о вере: любой приходящий к Богу, он должен веровать, что Бог ему воздаст. И знаете, мы читаем все наши истории, которые мы читаем о людях, которые получили исцеление по вере. Это были люди, которые
искали Бога, они хотели чуда от Иисуса. И знаешь, самое главное, когда дело касается веры, а хочешь ли ты своего исцеления? Или может быть ты уже привык к тому, что когда у тебя боль, ты пошел и выпил таблеточку, когда у тебя потекло из носа, когда может быть ты чувствуешь, что сейчас весна, а у тебя началась твоя аллергия, ты пошел и выпил супрастинчика, и все нормально. И живут же так люди все, ничего страшного. Живут же люди, и они спокойно проживают прекрасную жизнь. И я проживу, ничего страшного. Может быть, ты в голове своей смирился со своей болезнью. Это не вера. Вера – это когда ты ищешь свое исцеление. Это когда ты ищешь Господа Иисуса Христа. Это когда ты стремишься к Господу Иисусу Христу. Это когда ты делаешь какие-то шаги для того, чтобы найти исцелителя в своей жизни. Еще одна история очень интересная. Иисус пошел. Это история, записанная в Евангелии от Марка, 5 глава, с 24 стиха. Иисус пошел с ним. А за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Огромная толпа людей вокруг Иисуса. И там написано, была женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением. Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему, сквозь толпу, и прикоснулась к его одежде. У этой женщины не было никакого другого выбора, кроме Иисуса Христа. Знаете, иногда мы не можем активировать нашу веру по одной простой причине. У нас есть альтернатива вместо Бога. Когда у тебя какая-то болезнь, ты идешь к хорошим врачам. Слава Богу за медицину. Слава Богу, я сегодня воздаю хвалу за все достижения науки, которые имеет та же самая медицина. И это от Бога. Для того, чтобы помогать огромному количеству измученных людей. Но если твоей главной альтернативой является медицина, тебе очень сложно будет что-то получить от Иисуса Христа. Если я внутренне, всем своим сердцем не нуждаюсь сегодня в этом целителе, мне очень сложно надеяться на то, что я что-то получу от моего целителя. Итак, первые две вещи, которые должны быть в твоей жизни, в понимании того, что такое вера и как ее активировать. Первое, ты должен окружить себя всем тем, что поднимает твою веру. Слушай людей, которые получают исцеление. Слушай свидетельства людей. Слушай, сегодня включай проповеди об исцелении. Сегодня читай книги об исцелении. Окружи сегодня историями свое сердце. Окружи себя самого историями людей, которые увидели исцеление от Бога. Потому что это помогает перейти от жалости к вере Божией. Второе, захоти или сделай все, чтобы Иисус стал главным источником твоего исцеления. Перестань соглашаться с тем, что болезнь это навсегда и ничто не изменится. Перестань соглашаться или перестань сегодня смиряться с тем, что ты больной человек. Возненавидь это состояние болезни. Захоти всем своим сердцем стать человеком, который получил свое исцеление. На этих первых двух пунктах мы остановимся. У нас будет сейчас записана вторая часть. Поэтому, слушая вторую часть, мы продолжим говорить о вере.